Испытано на себе. Дорогие телезрители, я рада приветствовать вас на канале Якутия-24 и в эфире новый выпуск проекта «Испытано на себе». Сегодня речь пойдет об охране общественного порядка. Сегодня мы узнаем, как устроена работа конной полиции, и мне бы хотелось отправиться в общественное место и самостоятельно, верхом на коне, скажем, сделать круг почета с целью патрулирования местности. И, конечно же, хочу познакомить вас с участником, главным героем нашего сегодняшнего выпуска. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Шишкин Всеволод Юрьевич, я командир кавалерийского подразделения, командир отделения при отдельном батальоне патрульно-постовой службы. Звание у меня старший прапорщик, работаю уже с 2007 года. Скажем так, на коне все это время, ну и до этого, скажем так, времени работал. А скажите, пожалуйста, вот с какого возраста вы сели вообще верхом? С 2000 года, это 14 лет мне было. 14 лет? То есть, грубо говоря, 24 года верхом. Ага. То можно ли сказать, что вот ваша любовь к лошадям вот привела вас в эту профессию? Это так и есть, скажем так. Я здесь начинал ездить, здесь был конно-спортивный клуб, потом сходил в армию, тоже на лошадях, там служил. И, скажем так, когда я с армии приехал, меня уже здесь ждали как специалиста своего дела. Очень здорово. И, конечно же, тоже хочется прокатиться на лошади, ну не просто прокатиться, а с целью патрулирования. Возможно ли это вот человеку, который не имеет опыта? Если осторожно, то можно. Да, я думаю, вы мне в этом поможете. Правда? Научите? Поможем. Хорошо. Ну что ж, хочется уже познакомиться с нашими тоже не второстепенными, героями передачи. Давайте отправимся. Достаточно такая большая конюшня. У нас тут лошадь стоит, а она не в загоне. Это, получается, подготавливается, как бы уже? Да, по правилам внутри, загон называется денник. Стоило для одной лошади в конюшне. И по правилам внутри денников никакие манипуляции с лошадью не проводятся. Травма опасна, скажем так. Поэтому ее выводят на проход и вот седлают, чистят на проходе. Сколько лошадей в конюшне? На сегодняшний день 11. При этом 10 у нас, которые работают. И вот один молодой, он называется ремонтный. Это по приказу лошадь, которая подготавливается к патрулям. То есть она еще молодая, примерно к декабрю месяцу мы ее подготовим для того, чтобы она ездила в общественных местах на патрулях. При том, что в декабре мы не ездим, то есть только следующим летом она выйдет. А подготовкой кто занимается? Подготовкой занимаемся сами, наиболее подготовленные кавалеристы, скажем так, своими силами, таких специалистов. Сколько получается сотрудников на 11 лошадей? Должно быть примерно 12 сотрудников, 12 лошадей. У нас сейчас немножко людей не хватает. Люди на повышение уходят и так далее. И сейчас у нас так получилось, что лошадок немножко больше, чем сотрудников. Да, то есть каждая лошадь закреплена за кавалеристом, правильно? Да, за кем-то две, за кем-то одна. Так, а хорошо, если, допустим, какие-то внештатные ситуации, может ли сотрудник сесть на другую лошадь? Да, это, скажем так, предусмотрено приказами, то есть с определенным докладом. Это все возможно сделать, если сотрудник знает лошадь хорошо, почему бы нет. То есть это не проблема. А предпринимаются какие-то действия для того, чтобы сотрудники знали всех лошадей? Повышение постоянно, скажем так, сложности езды. Сначала на более легкой лошадке, потом все тяжелее, 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 и доходит до определенного уровня, когда он уже сможет на всех ездить. Тоже нужно же учитывать, что у каждой лошади свой характер и темперамент, да? У каждого человека тоже. Да, конечно. Вот сразу видно, человек любит свою работу, любит лошадей и относится как тоже к людям. Конечно, тем более говорят, что лошади намного умнее, условно, собак тех же. Как считаете, это правда?
Это мнения, скажем так, разнятся. Скажем так, лошадь более миролюбивая, собака – это хищник, а если все это дело объединить, то они все работают на инстинктах. Да, миролюбивая, согласна, но тоже бывают случаи, что лошадь и кусается, да, или гнуть может. По поводу легнуть, бывает, конечно. По поводу кусаются, есть, опять же, каждая лошадь, это как личность идет. Кто-то игривый, то есть они так играют. Кто-то как бы сам себя защищает. То есть, это все неизбежно. Ну вот каждый кавалерист, он как бы за свою лошадь несет ответственность, правильно, да? И в общественном месте нужно как бы контролировать абсолютно, да, вот поведение лошади. Сложности возникают в этом какие-то? Бывает. Как справляетесь? Что нужно сделать, как нужно погладить лошадку? Может, чем-то угостить, чтобы она как-то... Есть такое понятие, как воспитание кнутом и пряником. Вот, пока мы едем и находим общий язык с лошадью, это пряником. Если она начинает себя очень некрасиво вести, то можно чуть-чуть и кнута дать. Да? Ну хорошо, я слишком любопытна. Так, хорошо. Еще вопрос. В каком возрасте кони уходят на пенсию? Как такой пенсии у них нету, они эксплуатируются в наших условиях до тех пор, пока они могут эксплуатироваться. Предельный возраст оговаривается у нас в приказах 16 лет. То есть после 16 лет лошадь просто проходит переподготовку, проверку, скажем так. И в конечном итоге, если комиссия решает то, что она годна к службе, она идет дальше работать. То есть по состоянию здоровья, в общем, здоровье просто, да. И штука такая, что лошади, наоборот, приятнее будет где-то там ходить, конечно, чем вот стоили стоять. А вот когда лошадь уже как бы уходит на пенсию, она остается на содержании вот у полиции, да? Там есть два пути. Один путь это остается на содержании МВД. И то, что кавалерист, который был закреплен за лошадью, он имеет право забрать ее себе. То есть, если у него есть условия содержания, то он может забрать ее себе. Испытано на себе. Так, ну что, давайте познакомимся с той лошадью, на которой я сегодня буду учиться и нести службу. Пройдемте. Итак, нашего коня зовут Миф, 2003 года рождения, и он мерен. 2003 года это 21 год. Ну это уже взрослая, да? Это уже престарелый. Предпенсионный возраст, скажем. Предпенсионный. Да. Работающий пенсионер. Так, давайте пройдемте. А он... То есть спокойно я могу зайти, он как бы... Да? Все в порядке? Все в порядке, да. Так, мне кажется, я ему не нравлюсь. Он не хочет идти. Он не хочет, наверное, да? Скорее всего, не хочет работать сегодня. По графику у него стоял сегодня выходной. Я испортила ему планы на день. Как называется вот эта вещь? Это называется недоуздок. Я его погладила. Ну что ж, вот мы с тобой подружились, да? Ему нравится, да? Конечно, нравится. Ой, хороший, ты красивый такой, Миф. А лошадь, естественно, знает свое имя, да? Нет? Не откликается. Не откликай, ты не откликайся, тебе, наверное, не нравится, да? Ну все, мы подружились с тобой, да? Давай, пойдем. Какой он большой! Крупный, да, такой? А вот сейчас можно к нему подходить? Можно. А не легнет ничего, да? Можно не... Сзади не надо подходить. Сзади не подходим. Так. А тут гладить можно? Мне просто хочется его погладить, ну, как бы наладить с ним контакт, да, чтобы как бы он меня признал как уже свою и пустил верхом, да?
Так. К лошади подходить желательно со стороны головы. Инструктаж. Со стороны головы подходим, потому что если будем подходить с других частей, лошадь может не увидеть, испугаться, ливнуть может. Да, поняла. А что необходимо сделать перед вот тем, как отправляться уже на службу? Покормить, наверное, да? Ну, это у нас дежурные здесь стоят, они, скажем так, и кормят их, и поют. Так, теперь нужно оседлать. Теперь нужно заседлать. Заседлать. Оседлать это когда уже кавалер садится. Оседлать это когда лошадь не заедет, и оседлать. Все, поняла, хорошо. Мне так страшно, если честно. Просто когда трогаешь лошадь, вот прям чувствуешь всю ту мощь, которая в ней есть, да, то есть это, по большому счету, да, большая груда мышц. И, ну, как бы такой животный страх какой-то просыпается. Даже вот рядом стоишь, и как-то некомфортно немножко, если честно. Так, ну, начинаем седлать. А можно я вам помогу? Конечно. Да? Ага. Вот, нет, вот. Вот У нас это шов. Это, вдоль позвоночника. да, это вдоль позвоночника, подник, вальтрап. Ну, весь в рабочий. В рабочий, как бы. Так. Положили. Ага. Далее седло идет. И все манипуляции с лошадью, как правило, проводятся с левой стороны лошади. Вот. Одевается седло таким образом. Или сами. Она тяжелая, наверное, да? Ого! Так, а вот тут карман же какой-то. Ничего страшного. Прям сверху. Прямо сверху. Фу, тяжелая. Килограмм, наверное, 20. Такие штуки. Просто чтоб побыстрее, чтобы сильно не задерживать. Наш МИФ сегодня, наверное, будет пребывать в неком недоумении и легком шоке, потому что верхом буду сидеть я. Он, наверное, подумает, кого вы пустили верхом на меня. Все будет хорошо. В принципе, почти все. Утечка. То есть это все готово? Все. Ну, так как у нас служба сезонная, мы стараемся хотя бы там раз в месяц-полтора менять. Так? Это считается часто, раз в полтора месяца? Раз в месяц это по положению. Полтора месяца это допустимо, скажем. То есть при необходимости, можно так сказать, да? Мы можем проехать, попробовать Да, давайте. на манере. Правильно, как правильно садиться у нас на лошадь. Подходим своим левым плечом к его левому плечу, беремся рукой за седло, вставляем ногу и отталкиваемся этой ногой. Я так не сделаю. Так, ну у меня и рост маленький. Я сейчас буду на нее карабкаться. Она начнет, он начнет возмущаться, нет? Сегодня он еще нормальный, невозмутимый. Попробуйте. Погладить надо перед этим? Можно гладить, можно не гладить. А как вы считаете, как лучше? Я не глажу. Так, сейчас я настроюсь, подождите. Ну все. Так. Если ему сейчас не понравится, он даст знать, правда? Да. Я не смогу. Сможешь. Я не смогу, я серьезно говорю. Он высокий. Это самая низкая лошадь у нас. Можно вот так вот взяться. Вот так. Вот так. То есть взяться можно поднять. Можно мне на вас? А, как я же ногу сейчас буду перекидывать, не получится так. Получится, я отойду. Да? Раз, два. Да. Я это сделала. Повод. Все точно так же, но совершенно по-другому, да? Повод. Ага. Ну, скажем так, по-правильному брать вот таким образом в эту руку Вот и так? в эту же руку.
или что? Хотя бы так, хотя бы А как вы имеете? Вот так? Нет, вот. А, 3 пальцами. Вот так. Да. И второй с этой стороны также. А, вот. Да. Потом педаль газа у нас это обе ноги. Так, Я ноги- только что нажимала. Хорошо, что он не поехал никуда. Ноги желательно держать на самой широкой части стопы. Мгм. На самой широкой На самой части широкой стопы. части стопы. Так, поняла. Педаль газа. Это у нас чуть-чуть ножкой мы вот так вот чпок, подбиваем. Ой, подождите, не подбивайте! Так, подбивать надо. Да. Вот так у вас руль. Мне страшно. Чтобы повернуть налево, вам надо потянуть, Поняла. чтобы выровнять Вот эту сторону. Так, все. Сейчас я хочу налево. налево. Так, молодец. Хорошая девочка. Ой, почему-то я постоянно говорю, что это девочка, это мальчик. Друзья, это миф. Так, с поворотами разобралась. Останавливать на себя Как? просто. У меня получилось. Вы видели? Стой. Он не хочет меня слушаться. О, почему он так делает? Возьмите, пожалуйста. Пожалуйста! Боже! А почему он сейчас ушел? То есть Почесался чуть-чуть. ему не понравилось, да, что я его торможу? Снимите меня. Пожалуйста, мне страшно. Снимаю. Можно я слезу? Мне правда очень страшно. А как же патруль? Так, все. Ну просто. Да, сейчас нога у меня. Так, все, миф успокоен. Он меня не слушается. А куда он идет? Я же не хочу, чтобы он уходил. Руку трогать нельзя. А, нельзя. Нет. Вот. При падении потом руку можно порвать. Хотя бы так. Вот так, да. Чуть-чуть ножкой подбиваете. Так. Вы слишком длинно пол держите, пока руки удержите. Вот так? А, вот здесь. Вот здесь. То есть, да, ниже Ой, головы. я вот так боюсь. Здесь сильно можно не разбираться. Вот я просто не могу понять, насколько нужно хорошо его держать. Пожалуйста, сделайте что-нибудь. Я прошу вас, остановите. Правда, я сейчас не шучу, мне страшно. Чуть-чуть. Вот, вот. А почему он потом выдергивает вперед? Есть у лошадей такая штука, то, что они, Им не нравится, да? они выдергивают два стула. Это дискомфорт Ага. в районе губ. Но он понимает, что нужно остановиться, и все, и дальше не едет. Да. Так, вперед, вперед. Молодец, молодец. Так, идем, идем. Ой, умница. Так. Ой, что-то он быстро начал. Чуть-чуть тормозить надо. Ага. Вот, тормозит. Так, теперь я хочу направо. Вернее, налево. Я уже перепутала, где право, где лево. Так, ну вроде мы... Так, контакт есть. Да? Как будто бы есть. Даже? Так. А в общественном месте лошадь, как правило, ведет себя спокойней, когда люди? Чаще нервничает. А, наоборот, да? Наоборот. Интересно. Здесь она в своей стихии, здесь она более, скажем так, Мгм, спокойная, да? спокойна. А в тех же парках, на пляжах, там есть. Так, ну вот мы сейчас готовимся, да, уже непосредственно к исполнению службы, да, к патрулированию, да? Сейчас будем следовать на маршрут патрулирования. Ну, выезжать, конечно. Хорошо. Иду. Ту ногу освобождаете. А вот Я держу. позже Я вот отпускаю? Уже сейчас я его держу. Ту ногу освобождаете. Так. Встаете на это стремя. И в обратном. Вот. Стремя очень крепкое. Выдержит все. Так, хорошо, пробуем. Вот. Все, я это сделала. Страшно.
я, может быть, сама по себе как бы боюсь, да, вот всяких таких близких контактов, скажем, с животными, но просто чувствуешь, когда вот под тобой конь, да, чувствуешь его мощь, и, ну, как бы понимаешь, что справиться с ним очень тяжело, нужно иметь навык. Вот это вот со временем, да, я думаю, приходит. Это либо приходит со временем, либо вот есть люди такие, которые, они садятся на лошадь и, ну, полностью отсутствие вот этого вот вашего чувства настоящего, да. То есть очень часто такое бывает, то, что они садятся, лошадь начинает прыгать, они такие, ой-ой, да ты что, тыщ, и пошел дальше. Да. Вот. То есть от человека тоже зависит. В принципе, вот это вот чувство, когда столько мышц под тобой, вот этот там восторг либо страх, он чаще всего пропадает. Да? Как считаете, мой потенциал хватает, чтобы вот научиться, или вряд ли? Такое существо, которое можно научить всему. У нас в цирке медведи на велосипедах катаются. Можно любого научить. Главное, чтобы не было страха, ну, непосредственно к лошади. Все остальное приходит с опытом. Ну, я, конечно, не скажу, что меня эти слова сильно подбодрили, но, тем не менее, цель хочу свою сегодня, да, добиться и все же прокатиться самостоятельно. Посмотрим, что из этого получится. Сейчас мы отправляемся в парк для того, чтобы осуществлять патрулирование территории, да, уже непосредственно нести службу. Поэтому что, в путь? Путь. Дорогие друзья, случилась магия, и при помощи монтажа мы переместились в городской парк культуры и отдыха. Непосредственно для осуществления прямых обязанностей кавалеристов – это патрулирование местности. В общем, мне сейчас предложили пересесть на другого коня. Это, кстати, девочка или мальчик? Мальчик. Тоже мальчик, потому что он более податливый и не боится аттракционов. Будем пробовать. Вообще, я как бы сдружилась уже с Мифом, но нужно прилагать много усилий для того, чтобы им управлять, потому что каждая лошадь, она все же имеет свой характер, и Миф очень боится звуков и пугается аттракционов. Поэтому попробуем сегодня, вот сейчас. Он очень активный, я даже боюсь его погладить. Вот это что он сейчас? Ему что-то не нравится, да? Это насекомые ему в нос попадают. Насекомые в нос. Так, я это уже делала. А вы можете немножко отодвинуться, пожалуйста? Потому что я боюсь. С левой стороны? С левой стороны, Это, да. с левым плечом, левое плечо с этой стороны. Все. Да. А он что-то... Это... Более активный, скажем так. Чуть-чуть нервничает. Мне кажется, тут спокойнее. Можем на того сесть. Ну, смотрите, он весь дерганый. Он легается! Ну, он до спины не достает. Мы пробовали. Так а если он нервничает на насекомых, а на меня? Я сяду, он вообще, наверное... Точно, да? Главное у него кровь не пить, все нормально. Так, ну ладно, хорошо, что же. Все в порядке, да? Он. Так, раз, два, отталкиваемся, второй рукой сразу берем за заднюю часть. Подождите, сейчас я. Во, Вторую ногу, вторую так. ногу. Так, вам длинновато, сейчас поправлю чуть-чуть. Просто я как бы привыкла, то что, ну как привыкла. Ой, он Самая куда-то короткая, да? идет. Я не могу пока. Где там нога? Есть такая вот штучка. Пожалуйста, поддержите его. Морально я его поддержу. А вот за одну, да? Можно как бы вот так вот собрать одной рукой. Вот, и можно можно двумя руками, как удобнее. То есть, скажем так, Куда он пошел? назад. Стой, держите его, пожалуйста! На того сядем. Нет, я не хочу, можно мне обратно на Мифа? Ну он сам что хочет, то и делает. Он этого не хотел делать.
Нет, в смысле он хороший, но он просто очень активный, а мне страшно. Все хорошо. Сильнее Оля. просто тянуть? Не-не-не, нет. А, не надо. Все, держите, пожалуйста. Я держу. Фух. Да. Да. С новым конем у нас ничего не получилось. Он очень темпераментный, и мне как бы, очень страшно становится от этого. Он очень активный, поэтому я к своему старому доброму Мифу возвращаюсь. Надеюсь, он меня простит. Все? Все то же самое, конечно. О, Все. Так. смотри-ка. Он спокойный, хороший. А, держать же надо Естественно. сразу. В спокойном состоянии, когда конь стоит. Или лучше расслабить? Это, скажем так, от кавалеристов. Угу. Больше от коня, от человека зависит очень сильно. Чуть-чуть удобнее стало. Вот так Да? станьте. Нормально. Сегодня старший патруля, вы у нас? Я старший патруля. Вы здесь? Нужно парой ходить или Парой. вы парой, да? Будьте за ним держитесь, чтобы он не убежал. А вы можете не уходить, пожалуйста? Аян, тебя А просим. можете, пожалуйста, рядом со мной быть? На всякий случай. Она вот уже куда-то пошла. А она почему идет? Сильнее тяните. Тяни. Так, ну пусть идет, Не, да? нет, пока? налево. Вот, да, в это лево. И идем вперед. И вперед идем. Зачем? Ногами. Это его просто в нос кусают комарики. Так, мы отправляемся осматривать парк, да? Парк культуры и отдыха. Осуществляем охрану общественного порядка. Основная задача кавалеристов – это Охрана общественного порядка, предотвращение преступлений, административных правонарушений. Горожан это слишком мелко сказано. Граждан. Горожан это жители города. Всех граждан дисциплинируют. Ну, вы же не только в парках патрулируете. Не только в парках. Да. Основная задача, повторюсь, это мониторить ситуацию. Правильно? Одна из основных задач – это мониторинг ситуации. А так, недопущение преступлений, как бы предупреждение. То есть проводим беседы, опять же костры, чтобы не разжигали, противопожарный режим, чтобы не нарушали. Так, и вот так вот. То есть очень удобно. Опять же, при управлении лошадью тянем, когда налево-направо. То есть больше мы не тянем, а больше поворачиваем. Поняла. Так, наш Миф прервался на трапезу, поэтому мы остановились. Но, кстати, сегодня безлюдно достаточно, да? Сегодня будний день. А со скольки вообще начинается рабочий день? По-разному, всегда по-разному ориентируемся на световой день. То есть, чтобы преимущественно застать побольше света. И, опять же, от работы тех, скажем так, организаций, я не знаю, при которых мы патрулируем, то есть на них тоже ориентируемся. То есть парк работает до 8 вечера. И мы стараемся выставлять патрули так, чтобы оканчивался рабочий день у наших нарядов так, как парк закрывается. С пляжем история немножко другая. Люди преимущественно туда идут после окончания рабочего времени. То есть стараемся ставить конные патрули, чтобы они как можно больше вечернего времени захватывали. До 9, до 10, до 11 бывает такое. То есть ночных смен нет? Ночных смен нету. Лошадь животное травоядное, оно Спать нужно. не то чтобы спать. Очень плохо ориентируется ночью в пространстве. Вот в чем дело. При этом в городе-то как будто бы светло, но есть такие у нас
явление, как автомобили с фарами, которые слепят лошадей. И они, ну, как бы, опять же, без глаз остаются. А зимой чем занимаются сотрудники конной полиции? Зимой преимущественно в отпуска уходят и в пешем порядке несут службу. То есть та же самая работа, только в пешем порядке. То есть прям вот Нет, целый рабочий день на улице? Целый рабочий день на улице. Ничего себе. Это все возможно, оказывается. Да, ну, наверное, при правильном снаряжении. Ну, конечно, каждый человек следит за своим здоровьем сам, то есть тепло одеваются, постоянно ходят, как бы, как говорили в свое время спасатели у нас здесь, в Якутске, при любом морозе можно переодеваться. При этом у них присказка такая была: быстро оденься, движением согрейся. То есть движение всегда согревает. И сотрудник патрульно-постовой службы также зимой ходит, и он как бы благодаря движению он согревает свой организм. То есть это не очень страшно. То есть в минус 45, в минус 50 там немножко некомфортно нести службу. А вот все, что выше как бы 35-30 градусов, это очень комфортная температура для несения службы. То есть еще не ветрено, и уже по-весеннему тепло становится. А если говорить конкретно про правонарушения, чего в парке делать нельзя? Ну, парк у нас территория здорового образа жизни. Естественно, здесь нельзя распивать спиртные, спиртосодержащие алкогольные напитки. Курение тоже запрещено в парке. Находиться в нетрезвом состоянии тоже запрещено. Ну и, в принципе, все, что на улицах запрещено, все и в парке запрещено. Просто здесь больше мы упор делаем на состояние человека в алкогольном опьянении, либо пути к этому алкогольному опьянению, то есть распитие. А в целом, вот если говорить о вас, когда вы находитесь на службе, ну, условно, там, в парке, да, культуры, есть ли у вас профдеформация? Ну, конечно, в положительном ключе, то есть вы так оглядываете, да, получается, территорию и видите людей, и как бы уже определяете, что так, за вот этим я сегодня буду особенно, там, да, внимательно наблюдать, потому что он вот подозрительный. Есть такое, это больше подходит слово «наметанный глаз». То есть, во-первых, в парке уже не первый год мы несем службу, и мы знаем все злачные места. Ну, то есть человек не будет в открытом месте распивать. И мы знаем все вот укромные местечки, где может человек распивать. Также издалека, скажем так, наметанный глаз определяет человека, который потенциальный нарушитель общественного порядка. Так, ну то, что конь, это очень даже хорошее преимущество, мы поняли. А что касается дополнительного снаряжения, то есть пистолет, может быть, наручники, это имеется у сотрудников? Это, естественно, имеется. Экипировка сотрудников, ну, как бы она всегда одна и та же, то есть это штатный пистолет, дубинка, это наручники, газ, рация, ну, все, что должен иметь любой сотрудник при исполнении служебных обязанностей. В принципе, еще у нас, к сожалению, такого нету. На лошадях тоже используется дополнительное снаряжение, броня, то есть в форме каски со стеклянным обралом, нагрудник большой идет для тарана, и на ноги, скажем так, нагавки называется, на ноги тоже одевается. У нас очень больших таких мероприятий, как футбольные матчи больших команд не происходит, агрессии столько нету. У нас лошадь она давит вот только своим видом. То есть, когда вы подошли к лошади, вы сказали, мне страшно стоять рядом с ней. Да. И вот большинство людей тоже страшно стоять. То есть это очень как будто большой сотрудник с 4 большими ногами. То есть
лошадь оказывает такое некое психологическое Психологическое воздействие на очень человека. сильно оказывает. То есть при разгоне драк, не драк, тоже вот самое главное преимущество это то, что лошадь все боятся, и толпа разделяется на 2, на 3, на 4 части. В конечном итоге, если это какая-то массовая драка, то она подавляется. Вот, ну, не с кем им остается драться. Один на один они остаются с лошадью. Все. Так, ну мне кажется, я уже вообще нормально себя чувствую. А ничего, что они так близко идут? Она вот, кстати, ускоряется сама по себе, да? Педаль газа западает. А то, что они так рядом идут, наоборот, это хорошо, да? это очень хорошо. Ну что ж, вот и закончилось наше патрулирование. Скажем, сегодня очень безлюдно. Как выяснилось, сотрудник конной полиции должен иметь, точнее уметь, да, управлять лошадью, да, должна быть вот некая уверенность, даже не некая, а прям серьезная уверенность, да, в общении с лошадью, потому что лошадь все равно это чувствует. Конечно. Да, это вот что касается дополнительного, потому что основное, конечно же, это следить за всем, да, и предотвращать правонарушения. Конечно же, следить за порядком. Сегодня на практике мы не выявили ни одного правонарушения, это, конечно же, хорошо, но, тем не менее, да, хотелось бы с кем-то и пообщаться, и поговорить, узнать, скажем так, мнение, да, о нашей доблестной конной полиции. Хочу вам выразить огромную благодарность за то, что вы вообще доверили мне, да, лошадь, за то, что провели с нами день, за то, что рассказали, как вообще все устроено в конной полиции. На самом деле это очень интересно. Так. Я удержусь с этой стороны. Держите, все хорошо. Но все же, да, конь это вот животное, и всегда нужно быть начеку, потому что в любой момент может, наверное, да, и тут нужна такая сильная рука, чтобы вот укротить лошадь. Спасибо вам еще раз огромное. Желаю вам спокойных будней, да, чтобы все было хорошо и спокойно. Как думаете, справилась ли я с сегодняшним заданием? В принципе, для первого раза прямо очень замечательно получилось у вас. Да? Не настолько уверенно сидите, ну, я говорю, это приходит с опытом. То есть для первого раза прямо замечательно. Да, ну спасибо вам огромное. Еще раз, дорогие телезрители, на этой чудной ноте наша передача подходит к концу. До новых познавательных встреч. Ну, он, кстати, так это, скорость любит, да? Он лентяй просто. Мы правильно идем? Правильно едем. Он дорогу домой знает. Хорошо. То есть, вот я сколько лет на лошади езжу, очень часто такое, то что лошадь, когда идет на работу, очень-очень медленно идет. А с работы А быстро? в сторону дома они аж прямо бежать начинают. Испытано на себе.